Это новости спорта на Якутия-24, в студии Полина Долинская. Российский фигурист Дмитрий Алиев завоевал золото чемпионата Европы. 20-летний спортсмен по сумме короткой и произвольной программ показал результат 272,89 балла. Второе место также занял российский фигурист Артур Даниилян. Третье – 24-летний грузин Мортис Квиталашвили. 21-летний россиянин Александр Самарин занял 10-е место. Алиев впервые завоевал золотую медаль чемпионата Европы. Он является победителем чемпионата России, который прошел в декабре в Красноярске, а также юниорского финала Гран-при 2016 года. 24 января короткую программу представят девушки, спортивные пары выступят с произвольной программой. Чемпионат Европы завершится 26 января показательными выступлениями. Российский баскетбольный клуб «Химки» проиграл испанской «Басконии» в матче 21-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счетом 79-83. Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Басконии» Шевон Шеффилдс, набравший 22 очка. У «Химок» больше всего очков на счету атакующего защитника Алексея Шведа. «Химки» занимают 9-е место в турнирной таблице Евролиги, одержав 9 побед в 21 матче. «Баскония» идет на 15-й строчке, имея в активе 7 побед при 14 поражениях. В следующем матче «Химки» на своем паркете сыграют с московским ЦСКА. «Баскония» дома встретится с греческим «Олимпиакосом». Оба матча пройдут 30 января. Женская сборная России по водному полу вышла в финал чемпионата Европы, попутно завоевав пропуск на участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Сборная России 23 января обыграла команду Нидерландов. Основное время матча завершилось в ничью со счетом 7-7. В серии пенальти точнее оказались россиянки, завершив игру счетом 4-3. Финальный матч между сборной Испании и России пройдет 25 января. Благодаря выходу в финал российские спортсменки получили путевку на Олимпиаду в Токио. На данный момент участие в играх гарантировали себе женские сборные Японии, США, Испании, Канады, Австралии и России. В мужской части турнира на Олимпиаду уже отобрались команды Японии, Сербии, Испании, Италии, США и Австралии. В мужском олимпийском турнире встретятся 12 команд, а в женском – 10. Санкт-Петербургский хоккейный клуб «СКА» победил команду «Борис» из Нур-Султана в домашнем матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Результат встречи – счет 7-4. Тем самым петербуржцы обеспечили себе участие в плей-офф. В составе победителей шайбы забросили Иван Морозов, Василий Глотов, Василий Подколзин, Наиль Якупов на 41-й и 55-й минуте встречи, Юрий Латерхея и Андрей Кузьменко. У проигравшей команды шайбы на счету Кертиса Волка, Никиты Михайлиса и Карбена Найта. «СКА» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 71 балл в 51 матче. В следующем матче петербургский клуб 26 января примет Минское «Динамо». «Борис» днем ранее в гостях встретится с уфимским Салаватом Юлаевым. В Якутске продолжается дальневосточный чемпионат по настольному теннису. Напомню, соревнования стартовали накануне. Сборные отыграли командные встречи. Узнаем результаты у моей коллеги Анастасии Кобзевой. Она выходит на прямую связь со студией. Настя, привет, ждем от тебя подробностей. Полина, я тебя приветствую, но я с хорошими новостями. Как ты уже сказала, вчера завершились командные встречи. Так вот, мужская и женская сборные завоевали 2 серебряные медали. Теперь у нас в копилке у сборной Якутии 2 медали. К сожалению, до золота нам добраться не удалось, но мы не будем расстраиваться, потому что впереди еще 3 соревновательных дня. И мы будем надеяться, что у нас будут не только бронзовые, серебряные, но и золотые медали. Вчера сильнейшими в командном зачете стали среди мужчин представителей из Приморского края, а вот среди женщин представительницы Забайкальского края. Ну а теперь о том, что сейчас здесь происходит в спорткомплексе 50 лет Победы, как нам рассказал главный тренер этих соревнований по настольному теннису Геннадий Кан. Сегодня такой чисто мужской день, девушки сегодня отдыхают, я его цитирую. Он сказал, что у них сегодня вот такое вот 8 марта. Ну а сегодня встретятся мужчины, будут сегодня парные встречи. Вот буквально минут 10, наверное, назад закончилась жеребьевка и стартовали сами встречи. Мы буквально с игры вырвали лидера нашей сборной Михаила Колобысова. Задали ему ряд вопросов, в том числе, какой у них настрой, какие у них есть приметы. Вот давайте послушаем, что они нам рассказали.
Ну, особо примет нет, но а так всегда утром делаю якутские оладьи и ставлю в угол, чтобы хорошие слова говорю и в угол ставлю. Оладьи, получается, придают вам сил. Да, как бы. Ну, Полина, о том, с кем наши ребята сегодня встретились, о том, как завершились эти игры, мы расскажем в следующих обязательно выпусках новостей. Пожелаем нашим ребятам только удачи и пусть победит сильнейший. Большое спасибо, Анастасия. Это действительно очень хорошие новости. Мы будем также продолжать ждать от тебя подробностей. А я напоминаю, что с нами на связи была наш корреспондент Анастасия Кобзева. На этом у меня все. Будьте в курсе событий спорта на Якутия 24.